С наступившим всех Новым годом, с наступающим Рождеством. Желаю всем, чтобы ваши мечты в этом году исполнились. Ну а одну из таких желаний у вас исполнят организаторы Зимней Ибицы, которые решили разыграть в этом году буран для жителей села Иб. Я сейчас объясню процедуру, как это будет все происходить. На последнем нашем заседании мы договорились, для того, чтобы было максимально прозрачно для населения и все понятно. В этом конкурсе будут принимать участие все жители села Иб, прописанные на территории сельского поселения. Их у нас 1087 человек. Списки у нас подготовила администрация села. Вы видите, здесь все прошито, пронумеровано и скреплено печатью. Сейчас мы выберем кого-нибудь из зала для того, чтобы мы распечатаем этот список. Вот здесь у нас есть места, где нужно будет этим людям нарезать все фамилии и, соответственно, скрутить. Все это мы помещаем вот в этот волшебный ящик, запечатываем здесь и здесь и отдаем, значит, Николаю Павловичу, нашему представителю правоохранительных органов, который у себя закроет под большой замок на участке. Вот, 8 числа этот волшебный ящик у нас заберут, отвезут на Зимнюю Ибицу, Финно-Угорский этнокультурный парк, где в 15:30 финский Дед Мороз достанет одну фамилию, один листочек и огласить эту фамилию. Должен вам показать, что здесь все пусто, ничего нету. Пока закроем. Так, теперь нам нужно выбрать этих людей, которые будут нарезать и скручивать эти бумажки. Кто желающий? Здесь 7 стульев. Ну давай, ну что а Светлана, иди туда. Кто-нибудь так, кто будет у нас. Нет, надо Ура, наши поделились. Так, закрываем волшебный ящик. И зовем участкового. Так, давайте сначала все. Надо еще, нет? Все. Здесь получилось. Мы на бумагу поставим. Везде все ставить. У меня такой вопрос. А кто вообще на буран кто спонсировал? Ну, кто, организация какая? Организатор Министерства национальной политики. Все, спасибо. Вот за министром стоит Лазицкий Андрей Анатольевич. Ой. Желаем всем удачи. Да, спасибо. Ну, Павел, смотри. Домой не иди ночевать, там ночуй.